Во, все. Копье летит у нас не по траектории. Прожаристое. Не сухо, да? Сочная, хорошая. Здравствуйте, уважаемые зрители! Наступила осень, и мы продолжаем нашу рубрику «Музей рецептов». И сегодня мы будем готовить утку. Наступила пора на них охотиться. Для этого нам надо как-то их раздобыть. А для этого мы используем одно из самых древнейших, наверное, видов ружья для охоты уток. Это сатина, либо по-якутски сачина, от него производная. Это самое распространенное оружие, так скажем, для охоты уток по всему миру. Она была известна еще человечеству с каменного века. И самое главное, она распространена по всему миру, по всему земному шару. Его находят и в Якутии, и в Америке, в Северной и Южной Америке, в Африке она есть. И, скорее всего, в остальных территориях Земли. Вот если изучить источники, тоже найдем. Для этого нам надо вот этот кусок дерева. Мы из него сделаем все его компоненты и само копье. Вот оно должно быть примерно где-то 1,50 м, 1,70 м длиной, рост человека. Это вот как раз мы нашли уже в этнографических источниках. Там пишется, что примерно вот один обхват человека. Была по-якутски единица измерения. И сам рычаг, он должен быть не длинный, короткий и довольно такой простой конструкции. Вот такой длины будет. Тут заострение для уже зацепления за саму, так скажем, копье или стрелой, либо может быть это еще дротик. И все, очень простой инструмент. И приступаем. По этнографическим источникам в Якутии даже использовавшиеся есть. В начале 20 века у местной жительницы походские выкупили как раз одна экспедиция. Копье, металку, она хранится. Мы в интернете нашли фотографию и информацию. Есть фотография, прилагается. Таким образом, каждый может сделать этот вид охотничьего ружья. И дальше уже лишнее убираем ножом. Все просто. Это получается именно стартовая площадка. Да, это рычаг, именно инструмент, который помогает человеку бросить копье чуть дальше. Если человек в среднем бросает копье там 10-15 метров длиной, это обычный человек, так сказать, я. Если спортсмен, конечно, чуть дальше бросит. А вот с этим инструментом где-то удваивается, наверное, результат. Там 15-20 метров уже человек может кинуть, и этого как раз достаточно. Если учитывать то, что как раз у нас в интернете и в этнографических источниках пишут, что в севере так активно охотились, а там как раз в этот период уток очень много, то и результативность этой охоты на уток может гораздо сильнее возрасти. Потому что в центральной Якутии примерно уток-то, конечно, у нас утки есть, но не в таких больших количествах, как в северных регионах Якутии. И тут больше охотились силками, как на обычных животных, так сказать. И есть очень интересный метод, просто длинными палками утят, либо на уток, которые пока еще не летают. Самки после отсиживания яиц, они плохо летают, и на них очень просто охотились, сидели, ожидали, пока они подплывут чуть ближе, и били палкой. Рычаг готов, почти к использованию, так скажем. Он вот так будет выглядеть. И принцип просто вот такой дополнительно будем давать ему. Где-то вот так. Посмотрим еще в практике, как. Я первый раз, кстати, это делаю. Вообще никогда в жизни не мог подумать, что буду делать копьеметалку. И из этого же материала мы будем делать наше копье. Придали более-менее округлую форму. И приступаем уже, так сказать, к прицеплению наконечника. Наконечник вот такой, примерно вот такого размера они делали. Судя по фотографии, железные, конечно, не находят, но наконечники дротиков, так называемые, каменного века, они
такого размера, либо чуть больше бывают. Ну, они могут и быть наконечниками стрел, конечно. Но мы его как-то сюда монтируем сейчас. Привязано все очень плотно, надеемся. Лучше приклеить, если вы хотите это повторить. И еще дальнейшие действия, это мы делаем уже тут углубление. Я начал делать. Его более надежно глубоко сделать надо. Вы помните, да, вот там было острие из дерева, и чтобы как раз все это цеплялось. Ну, настал момент истинный. Вот сюда насаживаем. Вот. В эту бороздочку. Ну и как-то вот так. Этот рычаг мы сюда кидаем, потом при помощи рычага еще добавляем силу. Ну и пойдемте попробуем на улице. И вот мы на улице. Это наша импровизированная утка. Она стоит примерно в 15 метрах, откуда мы сейчас будем бросать. Но сперва проверим дальность, сколько я смогу без этого устройства бросить. Потом с ним попробуем. Ну так, методом эксперимента. Ну, для меня 15 метров много или мало, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, можно докинуть, оказывается. Даже не долетело, это где-то метров 10, может быть, больше. Сейчас еще по-другому попытаюсь. Ну вот, так же. Ну, сейчас уже момент истины. Первый раз. Может, не получится, конечно. Может, получится, кто его знает. Сейчас. Сперва попытаемся понять, как его держать. Ну, как-то так, наверное. Почти. Рычаг, может, работает, может, нет. Не очень, да, пока? Надо научиться. Технику надо понять. Вот, ну мы после практических бросков, так скажем, поняли, что веса наконечника не хватает, добавили каменный наконечник, там, импровизированный, на месте сделали из песчаника. Ну, еще решили добавить боковые такие стрелы для большего охвата. Ну, для чего мы все это делаем? Потому что стрела у нас, ну, точнее, копье летит у нас не по траектории совсем. Это, ну, обусловлено тем, что, наверное, скорее предположительно нами спереди веса не хватает наконечника. И из-за этого под силой ветра, под разными причинами у нас стрела летит сильно не по траектории. Ну, сейчас попробуем, добавив еще деталей. А что за стрелы? Такие стрелы делали раньше? Да, тоже в этнографических, ну, музее вот у нас, которые нашли в северной части Якутии, есть как раз вот такие наросты железные. Ну, они, скорее всего, в свое время служили предположительно дополнительным уроном. Если промахнуться, не самим наконечником попасть, а именно этой частью, тоже... Ну, увеличилась площадь поражения. Да, площадь поражения сильно увеличивается. И если проткнуть насквозь, то тоже дополнительный, очень хороший весомый урон. Вот уже привязываем сюда одну. Ну, как-то так. Довольно трудная процедура. Неудобная. Но именно тоже привязывали, да? Да, было привязано, ну, кожаной веревкой. У нас, так скажем, из того, что было. Вот мы опять на улице для опробования. Ну, мы на этот раз уже сделали для уток версия. Она использовалась только в воде, так как, ну, довольно трудозатратная процедура. Все это привязать, сделать, также еще железо. Они могут погнуться, сломаться. И их использовали только для охоты на уток. И как раз, чтобы попадать в более маленькую дичь и вот, увеличено поражающие свойства. Ну, пожелайте удачи. Второй раз уже более модифицированным.
спереди уже больше веса, он должен планировать лучше. Уже дальше. Уже дальше, но Уже дальше. что Ну, полет сегодня такой. ветрено, да? Мы против ветра, кстати, бросаем. Может, это влияет как-то. Сейчас попытаемся обратную сторону кинуть. Может, там прямо полетит. Ну, утка, вот, ну, в принципе, Погнулась? достигла до утки. Ага, вот погнулась. Вот, уже погнулась, но Поправляем. когда не хватало металла, это было очень... Это был дорогой материал. Все-таки как-никак. Железо. Теперь по ветру. Сейчас удобненько возьмусь-ка. Может, как-то я что-то неправильно, кажется, делаю. Ну, 15 метров точно уже есть. Да, уже расстояние гораздо сильно увеличилось, потому что мы сейчас больше 15 метров. От утки, да, место, куда мы бросали, было 15 метров. Сейчас, с учетом того, что она дольше полетела, как-то странно еще приземлилась. Ну, а теперь мы подкрадемся к утке. Ну, да. Теперь сценарий такой, чтобы мы чуть-чуть подкрались. Более близкого расстояния. Вот утенок сидит, и теперь надо как-то прицелиться и бросить. Научиться вообще его держать. Но я могу вот так попасть, конечно. Надо приноровиться. Чувствуется то, что ты можешь сильнее бросить, но... Ну и рычаг у нас кажется маленький, да? Рычаг, кстати, мы, кажется, в фотографиях не было размера линейки, рядом не лежала. Надо было, чтобы результат был сильнее, до сюда вот длинный рычаг, кажется, нужен. Ну, рычаг, конечно, можно попроще, просто палка с обратным сучком. Такие, кстати, тоже существуют, но мы решили, конечно, более усложненно, красиво сделать. Надо, Ну, и теперь попробуем. ну, там можно и без рычага. Ну вот, Рычаг подкрался. подкрался, и чтоб уже наверняка надо попасть теперь просто. Во, все. Точно под центр. Во. Все, мы раздобыли добычу и идем готовить. После охоты, так скажем, каменного века мы приступаем к готовке древнейших времен. На камне, конечно, мы точно не уверены, готовили или нет. Это, скорее всего, художественный вымысел. В многих фильмах, видеороликах люди так готовят, говорят, что это методы каменного века. Но могу сказать, что в древние времена так сильно не заморачивались. Его либо готовили тогда на открытом огне, либо просто варили суп. Это самый простой способ. А мы сегодня будем показывать именно как интересно и как сейчас можно делать. Можете вы попробовать. Но самое главное, чтобы камень этот не треснул. Это у нас кусок песчаника. Он имеет привычку, если сильно его нагреть, может потрескаться. Вот как раз по этим жилам другой породы. И вот наша добыча, утка. Настал его звездный час. Мы его раздобыли еще весной. Я самолично во время сезона охоты. Подчеркиваю, вот именно весной этого года раздобыл. Ну, как мы будем готовить? Мы будем его жарить на внутреннем жире, на этом камне. Но для этого надо очень тонко нарезать. Очень тонкими ломтиками, чтобы все это быстрее получалось, процесс жарки. Куски должны быть небольшие, а то все не прожарится. Прошло 15 минут, у нас камень более-менее разогрелся. Вот сейчас проверим. Ну вот щипит вода, больше 100 градусов уже достигла. Вот посередине даже очень хорошо прогрелась. Берем утку. И вот, ну, сейчас чуть-чуть посолить вначале. Вот, да, с одной утки столько кусков вышло. Немного, утка маленькая. А в древности применяли соль в каменное время?
Ну, считается, может быть, применяли. Все-таки человек без соли не способен кушать, так сказать. Это один из самых главных вкусовых добавок. Она появилась, скорее всего, те, кто жили возле морей, либо каких-то солевых источников, они могли. Это так, лично мое мнение. Чуть-чуть добавляем масло для вкуса. Это у нас внутренний жир, тоже не растительный жир, все аутентично, так скажем. Да, горячо. Ну, сейчас главное, чтобы камень у нас не треснул. Вот момент истины. Ну, жарко пошла. Надо как-то ложить именно посередине, края не так сильно. Добавим, что. Ну, теоретически она не должна прилипать, потому что у нас сейчас есть сковороды каменные, там вроде бы ничего не прилипает. Ну, в мультфильмах, фильмах часто показывают такое. Лично я помню, вот самый запомнившийся мне момент — это Шрек. Да? Там яичницу готовят. Первая часть. Мясо приготовилось, прошло где-то минут 15, она уже жарится, очень, да, внешний вид очень аппетитно выглядит. Жареная корочка появилась. Давайте мы пока то, что приготовилось, отложим. У нас еще из-за сильного ветра газ не так эффективно работал. И он был бы костер, конечно, это было бы другое дело. Вот. Ну, газ закончился, из-за этого камень переворачиваем более раскаленной стороной и доготавливаем остатки мяса. Эта сторона должна быть еще сильнее раскаленная. Это уже ножки и крылья. Пусть они лежат. Хорошо температуру держит. Ну, камень, да, должен очень хорошо температуру держать. Все-таки, ну, вот сейчас мы не зря же в банях используют камушки. И сейчас попробуем момент истинный. Той самый аппетитный кусок выбираем. Ну, крови нету, по-моему. Мясо, кстати, получилось очень нежным, на удивление. Это сочное, ага. Я думал, она будет жилистая. Очень хорошо идет. Вкусная. Соль как раз. Ну, советую попробовать. Вот если будете на природе, можете, кстати, камень побольше, валун взять, разогреть его. Сюда просто вот, он очень хорошо разогреется. Он температуру будет держать дольше, чем в нашем. Вариант рабочий. Угу. Я в дальнейшем тоже, может быть, сам буду использовать. Всего вам хорошего, приятного мне аппетита и вам. Ну и до следующих встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну-ка, попробуй-ка. И как, поделись впечатлениями? Вкусно. Соли нормально. Прожаристая. Не сухо, да? Сочная, хорошая. Угу. Вот так.